Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка из вашего будущего. Что вы сами себе передаете из будущего. И прежде чем мы с вами начнем, я вам кое-что хочу показать. Вот это TikTok. Здесь канал называется Магия Таро. На этом канале какой-то не очень хороший человек выставляет все мои видео, причем со всех моих каналов. Здесь есть и песок, здесь есть и кофейная гуща, и даже отливки на свече. То есть человек качает мои видео с YouTube, выставляет их на ТикТоке и принимает платные заказы. Я не веду личных консультаций. Вы это прекрасно знаете, под всеми видео это написано. Вот, меня нет в других социальных сетях, где я бы давала платные консультации. Это делают мошенники, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. И если вам захочется помочь, вы можете зайти в ТикТок на этот канал Магия Таро и подать жалобу за мошенничество на этот канал, да, на этого персонажа. Тем самым вы поможете другим людям, несчастным людям избежать обмана и потери денег. Будьте, пожалуйста, бдительны и знайте, что мошенников очень-очень много. Все, что им нужно, это заполучить вашу денежку. Так, мои хорошие, извините, что забрала ваше время, но считаю своим долгом вас об этом предупредить. Давайте вернемся к нашей отсыпке. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на себе, задайте вопрос от своего имени. Спросите себя саму, либо самого, если смотрит меня мужчина, что я хочу себе передать из своего будущего, да? О чем сообщить, может быть, посоветовать, дать какую-то подсказочку на сегодняшний день, на сегодняшнюю ситуацию, на сегодняшние обстоятельства. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, будем говорить то, что сейчас у нас скрыто, и то, о чем мы желаем услышать и узнать. Как интересно. Очень много подсказок вышло. Очень много. Я так понимаю, что у вас очень неспокойные времена, много проблем, и многие не знают, как справиться с той или иной ситуацией. Много ответов пришло. Вы все разные, отсыпка тоже общая. Пожалуйста, имейте это в виду. Не забывайте, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Самый первый сюжет у нас связан с личной жизнью, вернее, с отношениями между двумя людьми. Здесь очень похоже, что отношения как будто бы рухнули, рассыпались как карточный домик, либо сыпятся, да, сыпятся, и вы не знаете, что делать и как поступить. Здесь вы сами себе из будущего говорите, что это все пройдет, что это испытание, которое вы и ваш партнер обязательно переживете, и в этом испытании откроется истинная сила любви. То есть понятно, что вы все разные, и у каждого будет по-своему. Если любовь ваша настоящая, если и вы любите, и вас любят, испытания вы 100% пройдете.
У кого отыграется обратная ситуация, то тут не о чем и жалеть. Понимаете, если настоящей любви нет, то просто по привычке, либо по страсти, на страсти, да, отношения не выстроишь. Мне вообще идет, что вы опять сойдетесь и заживете лучше, чем прежде. То есть вот это испытание, которое вы проходите сейчас, ссорой, разлукой, может быть, даже каким-то треугольником, это все только лишь укрепит любовь, укрепит вашу связь, сделает ваши отношения более жизненными, более верными, преданными, больше нежности появится и больше откровенности будет между вами. Испытание само по себе очень жесткое, тяжелое, эмоционально подрывное, но тем не менее именно сейчас пишется ваше совместное будущее. Именно сейчас закладывается тот самый прочный фундамент, который позволит вам вот всю жизнь рука об руку пройти. В этом испытании и вы поменяетесь, и ваш партнер поменяется. Ведь когда в паре люди ссорятся, нет там ни правых, ни виноватых, ни честных, ни лукавых, да, все это взаимно идет. Может быть, и вам что-то нужно отпустить, либо проработать, может быть, и вашему партнеру, да. То есть все-таки отношения — это прежде всего работа, и работа достаточно тяжелая. Когда двое действительно выстраивают свои отношения. Ну вот вижу, что по итогу вы все-таки вместе, и никуда друг от друга не деваетесь. Между вами очень прочная связь, которую невозможно так просто взять и разорвать. Да, возможно, стоит отдалиться, побыть в одиночестве для того, чтобы принять, осознать и своего партнера, и свою любовь, ну и быть вместе очень счастливыми людьми. Ну, вас я все-таки вместе вижу, причем в такой классной позиции, когда мужчина, он высокий, а женщина при нем рядышком такая вот легкая, невесомая, прильнула. То есть очень классная картинка, да, вот именно классика, сильный мужчина и прекрасная, утонченная женщина рядом. Да, все-таки вы вместе. Дальше, мои хорошие. По поводу работы здесь показывают. Работа либо ваша, либо вашего близкого человека. У кого-то из вас явно с этим есть проблема, опять же, у вас, либо у вашего близкого. И вы готовы хвататься там за любое просто вот минимальное, неадекватное, либо малоприятное предложение. Вот лишь бы работа, лишь бы заработать. Сами вы себе говорите так. А работа у вас будет. Причем не просто работа, а работа мечты. Ну вот мечта. Я вот хочу сидеть там в крутом офисе, нога за ногу, да, там по чуть-чуть работать, получать большие деньги, иметь там всякие бонусы, плюшки, бенефиты. Ну и как бы наслаждаться жизнью, да, работа мечты. Понятно, что каждый о своем мечтает, кто-то мечтает вообще работать сам на себя, да, иметь свой бизнес, иметь свое производство, свою там отлаженную фирму. Но кто-то действительно хочет строить карьеру, причем стремительно и успешно. Вот вы сами себе говорите, что именно следующий год, а именно начало следующего года будет для вас очень-очень перспективным. Вам что-то откроется, вам что-то станет доступно. Из-за каких-то внешних событий появится много прекрасных вакантных мест, перспективных, что в бизнесе, что в карьере. То есть сейчас вы пытаетесь любую работу найти, а в следующем году, получается, работодатель будет просто вот бегать и охотиться на таких сотрудников, как вы, да, предлагая лучшие условия, предлагая лучшие варианты. Не могу сказать, чем это связано, но, опять же, вы все слишком разные. Но показывает, что-то внешне будет меняться, внешне будет происходить. Может быть, экономика в рост пойдет, может быть, еще что-то произойдет, там, отток трудоспособного населения, например. Ну, все может быть, да, это жизнь, вы все живете в разных странах, у каждого будет по-своему. Но вот именно начало следующего года, может быть, не сам там январь, может быть, февраль, март, вот где-то так, да, вот внешняя среда очень сильно меняется, и под воздействием этой внешней среды много-много вакантных предложений, работодатели гоняются за перспективными сотрудниками, и также, возможно, вот в бизнесе, да, много ниш, они пустуют, да, там пустые места образуются,
И, возможно, там правительство будет помогать, какие-то льготные налоговые программы, там, поддержка частного сектора, да, частных предпринимателей, может быть, какие-то облегченные условия вхождения в бизнес. Вот. В таком ключе идет информация. Сложно, конечно, трактовать, опять же, зная, что у меня зрители живут по всему миру, но вот четко показано начало следующего года. Да, сейчас вы можете находить подработку, сейчас вы можете, грубо говоря, соглашаться на то, что доступно, да, может быть, не сильно оплачиваемое, не сильно перспективное, не сильно интересное, но удовольствия вы явно не получите, и туговато вам придется. Да, может быть, следует не работать, а подрабатывать и больше сделать упор на получение какой-то дополнительной профессии. Может быть, пройти какую-то переквалификацию, либо повышение квалификации, то есть усилить себя, чтобы на момент востребованности вы вот прям блеснули и сказали: вот мои дипломы, вот мои лицензии, вот такая вот я умная, да, либо такой-то я умный, и да, все знаю, все умею. Тем самым вы сразу же планочку зарплаты очень сильно задерете и будете вне конкуренции. То есть пока люди сейчас там сидят, штаны просиживают, да, вы будете развиваться, вы будете обучаться и войдете как действительно там профессионал высшего уровня. И то же самое с бизнесом связано. Да? Возможно, не самые лучшие времена переживает ваш бизнес. Нужно просто немножечко, знаете, стиснуть булочки, потерпеть, да, не бросать ни в коем случае и дождаться вот этих вот новых перспектив, новых изменений, той самой обещанной внешней среды, да, которая будет меняться, и уже укрепить, усилить свои позиции. Либо стартануть, словно ракета, да, взорвать рынок своим появлением, обратить на себя внимание всех и сразу. Вот как-то так показано. Сейчас сложное время, когда то, что имеется, оно как бы совсем не очень хорошее, да, либо нужно терпеть, нужно приспосабливаться. Но следующий год, начало следующего года будет феноменальным для тех, кто ищет работу, для тех, кто хочет расширять свой бизнес, либо, в принципе, заниматься бизнесом. То есть немножечко нужно подождать. Вовне что-то меняется. Внешняя среда. Не вы, а вокруг вас. Дальше, мои милые. Здесь показана проблема с жильем. Там, где вы живете, где проживаете, либо в принципе, да, может быть, вас лишили жилья, либо так случилось, что у вас нет нормального жилья. Опять же, вы все разные. Вот вижу, что кто-то будет разъезжаться. Причем здесь случай поможет вам разъехаться. Счастливый случай, либо счастливое такое, знаете, хорошее предложение, совершенно случайно полученное. Но опять же, тут случайности не случайно, вам это по судьбе. Кто, например, проживает, допустим, вы проживаете с родственниками, да, то есть вас слишком много на какой-то маленькой площади. Вот опять же, там несколько хозяек на кухне, люди с друг другом ссорятся, у друг друга на головах сидят. И из-за этого там всякие там конфликты, неприятные моменты. Здесь именно случай поможет вам разъехаться. Не показано когда, но показано, что случай очень крутой, очень яркий, и вы явно этого не пропустите. Это как манна небесная, да, для вас этот будет случай. Сразу же этим воспользуйтесь, разъедетесь, и конфликты прекратятся, и наладятся отношения, и все будет замечательно, заживете лучше, чем прежде, гораздо лучше. Для тех, кто в поисках, например, аренды, да, нормальной полноценной аренды, то есть хотите сменить жилье, либо просто уйти на аренду, переехать. Здесь немножко попозже, опять же, следующий год идет, и там, знаете, как несколько волн будет. Первая волна, она как бы приятная, там будет выбор, там не будет каких-то сложностей, но выбор, он немножко по завышенным ценам идет. И вот вторая волна, вот следом за первой, там шаг приблизительно где-то в месяц, в 30 дней, да, идет вторая волна, где уже будет и жилье классное, просто потрясающее, там новое, современное, в хороших местах, в хорошем районе. И по более приемлемой, такой, знаете, вкусной цене.
То есть, конечно, все зависит от вас, зависит от ваших возможностей, зависит от вашего терпения. Да, желательно, конечно, вторую волну дождаться и действительно заключить договор там, аренды, контракт в хорошем месте, в прекрасном жилье, в новом, современном, по очень приемлемой цене, чем потом, знаете, мыкаться, тыкаться, жалеть, что вот мы встряли, да, что контракт через месяц меняет, да, переезжать, это что же затраты, переезд, это и затраты, и силы тратить, и нервы. Ну, кто переезжал, тот знает, да, насколько это тяжело, насколько это неприятно. Вот, две волны. Первая волна, она, да, приятная, но вторая еще приятнее. Там уже можно просто вот выбирать. Выбирай не хочу. В любом районе, современная, красивая, по прекрасной цене. Ну, все, опять же, зависит от вас. Так, а кто у меня мечтает о своем, свое что-то приобрести? Может быть, вы сидите и думаете, вот взять бы мне там ипотеку, да, либо мне там что-то продать, там родственники помогут, что-нибудь такое вот прям мелкое, но приобрести, ну свое, да, вот типа свои стены. Вот тоже здесь вы сами себе говорите, что спешить не надо. Ой, прям не надо, прям совсем не надо. Если поспешить, если сейчас этим заниматься, ну, в ближайшие там где-то полгода, то вы в большие расходы попадете. И вот как вы себе думаете, что угодно, но лишь бы свое, да, вы потом пожалеете. Вы правда можете попасть в что угодно. Не совсем хорошее, не совсем комфортное, не совсем там, где надо. Надо немножко подождать. Вот если полгода сможете подождать, там ситуация будет меняться. То ли жилье станет доступнее, то ли новое какое-то строительство, то ли какие-то новые возможности, там, не знаю, по кредитам, ипотекам. Ну вот полгода где-то, полгода вы сами себе говорите. Прождать, либо дождаться, пока полгода пройдет. Вот от момента, когда вы смотрите эту отсыпку. Вот, там уже все будет по-другому. Плюс, и вот еще вижу, что кто-то из вас как жилье получает. Только не могу понять, что это. Я помню, что раньше, когда-то давно, еще там в советские времена, людям выдавали жилье. То есть человек там сколько-то работал на предприятии, там заводы, фабрики, и от предприятия выдавали жилье. Я не знаю, насколько сейчас это работает, и опять же, вы все живете в разных странах. Может быть, именно этот вариант я вижу, что жилье может быть предоставлено. Может быть, не совсем бесплатно, но тем не менее, как бы это же не так, что конскую сумму отвали за рыночную цену. Вот. Также могут быть варианты с наследством. Да? Вы можете получить наследство. Не обязательно в этом наследстве жить, да, возможно, вы сможете его капитализировать и на вырученную сумму уже как бы там рассматривать хорошие варианты жилья для себя, там, с условием, что вы там добавите, допустим, либо наследства будет так много, что и добавлять не придется, там излишек останется. Вот. Но опять же, вы себе говорите не спешить и выждать эти полгода, ну, если не хотите попасть в расходы. Ну, а если вы уже говорите, все, не могу терпеть, не могу ждать, то готовьтесь к тому, что понесете достаточно существенные расходы. Это вы сами себе говорите. Конечно, выбирать вам, это всего лишь предсказание. Вот, решать вам, за вас никто ничего не решит, не придумает. Вот здесь такая вот подсказочка вам идет. Дальше, мои хорошие, показаны переживания за детей. Дети, внуки. Желание помочь, душа болит. Ребенок, может быть, там, сбился с правильного пути. Может быть, какие-то пристрастия, привычки. Может быть, ну, как в жизни не везет. Да? Там, ни в учебе, ни в работе как-то не складывается, да? Не получается. Вот. Есть какой-то момент воспитания, либо попытки нравоучений, попытки вот делиться своим опытом. Это неправильный момент. У вашего ребенка, либо у вашего внука свой путь. Все, что вы можете делать, чем вы можете вот действительно помочь, так это молитвами. Молитвами за свое чадо, молитвами за своего внука, либо внучку. Смотрите, ругаться вам прям совсем противопоказано, иначе вы можете очень сильно подорвать доверие между вами и отдалиться со своим ребенком, отдалиться со своим внуком, внучкой. Здесь скорее нужно молиться, терпеть и ждать, что будет.
Здесь, знаете, как показано, что сейчас ваш близкий человек – это боль вашего сердца, переживание и боль сердца. А вот в будущем это радость и счастье вашего сердца. То есть все-таки ребенок придет в себя, у ребенка все наладится, правильная жизнь начнется, там карьера, женится, либо замуж выйдет, оторвется от этих пристрастий негативных. То есть все меняется, будет меняться и это. Сейчас это боль, тревога, печаль, слезы, сердечное переживание, а в будущем это гордость, это радость, это счастье, которое познало ваше сердце. То есть, явно гордиться будете своими детьми, своими внуками. Может быть, это переломный момент жизни ребенка. Может быть, это подростковый возраст. Там гормоны гуляют, период пубертата, он ведь очень, очень сложный. У некоторых молодых людей он может затянуться и до 25 лет, если честно. Но просто нужно отпустить немножко ситуацию, не ругаться, не пытаться воспитывать. Уже немножко поздно воспитывать. Уже ребенок не в том возрасте, чтобы его воспитывать. Не настраивать ребенка против себя, уповать на высшие силы, молиться за свое чадо, чтобы Боженька вразумил, чтобы Боженька сохранил, чтобы мир между вами был, чтобы не было разделения и отделения. Все будет хорошо. Будете гордиться, будете радоваться, будете очень счастливы тому, как живет ваш ребенок, чего добился, какую семью создал, как дела вообще пошли в гору. И еще здесь показано, что вам по судьбе с кем-то из взрослых детей вместе жить. Причем, не хочу вас пугать, но, скорее всего, вам куда-то придется уезжать, переезжать в таком ключе. Жить либо одним домом, одной семьей, либо где-то прям совсем компактно рядом. То есть ребенок может вам приобрести жилье, либо арендовать жилье, прям чтобы рядом. Ребенок очень беспокойный по поводу вас, и вот нет такого, что вот меня мама вырастила, и я про нее забыл. Либо отец меня вырастил, я про них забыл, про родителей своих. Нет. Здесь очень прекрасный ребенок, очень ответственный, очень порядочный. И тут и желание, и зов сердца, чтобы вы были рядом. Там могут быть разные причины озвучены, начиная от помощи в воспитании внуков, заканчивая, может быть, какой-то крайней необходимостью. Но самое главное то, что ребенок все-таки хочет быть рядом и хочет помогать вам всем, чем может, чем сможет, чтобы вот ваша жизнь, она наконец-таки была спокойной, стабильной, обеспеченной, и чтобы вы довольны были, чтобы вы могли отдыхать, расслабляться, радоваться этой жизни. Похвально, тут очень похвально. Это не сейчас будет, это будет гораздо попозже, но тем не менее показали. Еще, мои хорошие, вы сами себе говорите, что ваше время, оно еще придет. Ваше время, это может касаться каких-то ваших желаний, касаться даже какого-то возмездия, кары, наказания вашим врагам, касаться, опять же, ваших карьерных перспектив, касаться уровня и образа жизни. Вы сами себе говорите, что время еще придет. Вот эти песочные часы, их только-только перевернули. Только перевернули. То есть, скорее всего, на это потребуется как минимум год. Год для того, чтобы именно то, о чем мечтаете, то, чего просите, то, чего очень сильно хотите, чтобы это случилось в вашей жизни. Только-только перевернули, только пошел отсчет времени. То, что вы сейчас хотите, то, о чем просите, то, на что надеетесь, о чем мечтаете ежедневно, оно будет вашим, оно у вас случится, оно сбудется. Но именно тогда, когда ваше время придет. Вот так вы сами себе показываете. Подогнать это время невозможно, приблизить его невозможно. Здесь просто нужно дождаться. И знаете, еще показано, что есть какие-то скрытые вещи, о которых вы еще не знаете. И пока эти скрытые вещи, скрытые перемены, какие-то необычные события, пока они не произошли, говорить о том, что ваше время придет, рановато. То есть не все еще случилось, не все еще произошло.
Вот. По поводу того, что должно произойти, не показано, но могу сказать, что каких-то очень два ярких события, либо две очень ярких перемены еще должны случиться. Двоечка выходит римская, то есть два события, две перемены, два каких-то изменения. Вот после них только придет ваше время. Но в моей практике обычно перевернутые часы символизируют год. Вот ровно год с просмотра этого видео. Вот как-то так. Когда уже прям все идеально происходит, все идеально случается, воплощается. Время идет быстро, поэтому не стоит из-за этого переживать. Вам это обещано свыше, это прописано в вашей книге судьбы. Подгоняйте, не подгоняйте, все будет в свой срок, когда придет ваше время. Дальше поднимаемся чуть выше. Здесь у меня человек очень сильно переживает из-за своего одиночества. Хотите вы семью, счастья, тепла, мира, гармонии. Но вроде как люди вокруг вас есть, но все не то, все не те. Пытаетесь строить отношения, а не выходит. То ли понимаете, что человек не ваш, то ли разочаровываетесь, то ли не приходит то самое чувство, да, та самая любовь, которая позволит построить счастливую семью. Вот, вы вроде как уже наполовину смирились с тем, что вы одиноки, но что-то вас до сих пор сопротивляется. А я вам скажу, что у вас сопротивляется. Это голос вашей второй половинки сопротивляется. Он не дает вам опустить руки. Вижу, что есть ваша половиночка. Есть родной человечек, есть суженый, либо суженая, если смотрит меня мужчина. Вы друг друга точно не пропустите. Вы друг к другу идете, но очень-очень медленно. Причиной этому это связи, которые у вас и у вашей второй половинки. Каждая новая связь немножечко сбивает ориентир и немножечко отдаляет время вашей встречи. Здесь понимаете как? Вот вы пытаетесь с кем-то знакомиться, создавать отношения, да, вот я вижу, входят люди в вашу жизнь. Кто-то там на неделю, кто-то на год, вот по-разному бывает. Потом вы понимаете, что не ваш человек, ваши судьбы и дороги расходятся. И вот вы как будто бы сами у себя счастливой, да, со своей родной половинкой время воруете. То есть, да, в жизни все очень непросто, и непросто это объяснить. Но если говорить простыми словами, если вы хотите подогнать события, поскорее встретиться со своим суженым, суженой, то вам нужно соблюдать тишину в плане личной жизни, да, больше сосредоточиться на себе, меньше тратить время на других. Очистить свое пространство, грубо говоря, от ненужных людей. Тогда быстрее встреча произойдет. Если вы на это пойти не готовы, потому что боитесь своего суженую пропустить, то тогда готовьтесь к тому, что придется немножко еще подождать. Смотрите, по поводу вашей суженого вы точно не ошибетесь. Когда вы встретитесь с этим человеком, вы сразу поймете, что это именно он, либо именно она. То есть там ошибки точно не будет. Вы друг друга душами, сердцами почувствуете. Что-то будет невероятное, фееричное происходить между вами. Очень быстро вы в эти отношения войдете. И здесь четко показано, вы вот прям на одной волне, одними и теми же словами говорите, об одном и том же думаете. Точно не ошибетесь, когда своего человека встретите. Да, вижу, что любили, да, вижу, что влюблялись, но такого уровня отношений у вас еще не было, как будет с вашим суженым либо суженой. В общем, вы сами все это почувствуете и убедитесь. Вижу, что половинка есть, и вижу, что половинку вам свою суждено и встретить, и обрести, и вместе счастливыми быть. Это точно, это точно. Так, еще. Какая-то дорога надежды. Что за дорога надежды? Смотрите, перед вами есть дорога, и вы на нее очень сильно надеетесь. Вам кажется, что эта дорога приведет вас, я не знаю,
в райские кущи, да, в какой-то другой мир, где нет бед и зла, где все счастливы, богатые, в общем, там манна с неба падает, да, в таком ключе. Дорога надежды. То ли вы сами себя в этом убедили, то ли кто-то вам тут таких красивых сказок рассказал, и вы вот думаете, вот как поеду, как заживу, да, как все поменяется в моей жизни. Вот в таком ключе. Не хочу вас разочаровывать, но вы сами себе говорите, что дорога-то есть, но там все неоднозначно. То, что вам обещано, либо то, что вы сами себе представляете, это больше похоже на мифы и сказки. Легко не будет. Но если вы решитесь на эту дорогу, то жизнь вы свою точно поменяете. Вот так вы себе говорите. Сложно вам будет в первые, там, не знаю, несколько месяцев, может быть, там, первый год, там, период адаптации, если вы едете в другую страну, период найти себя, там, найти там, первую работу, найти первое жилье. Вот это будет очень сложно, и будут моменты, когда вы будете разочарованы. Но если вы решитесь и если вы переедете, дорогу эту осилите, то жизнь свою вы точно поменяете. Здесь не показано, будет ли ваша жизнь там легкой и счастливой. Здесь не показано, что вы, наоборот, там, себя погубите. Нет, здесь показано, что жизнь будет другой, она будет иной. Да? Уже будут другие проблемы, другие ситуации, другие обстоятельства, другой ритм жизни, другие возможности, другие условия. Вот. Прежде чем отправляться в этот путь, снимите с себя розовые очки, чтобы разочарование не было таким прям глобальным и не подорвало ваше ментальное здоровье. Вот. Готовьтесь к тому, что да, нужно будет стараться, нужно будет там привыкать, адаптироваться, нужно будет как-то там, заводить новые знакомства, может быть, там, работу какую-то попроще получать. К этому готовьтесь, на это настраивайтесь. Тогда все будет нормально. Поговорите, может быть, с людьми, которые имеют опыт таких переездов. Может быть, посмотрите блогеров, да, которые сейчас же в наше время, там, каждый второй блогер, да, люди снимают видео о своей жизни, делятся своими проблемами. Кто-то хайпует и рассказывает там сказки, а кто-то действительно говорит, как оно есть. Вот, попробуйте начать именно с этого. Но если дорогу все-таки, эту дорогу надежды вы осилите, вы переедете, жизнь ваша не будет прежней. Вот как-то так показано. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.